Шаманы и кузнецы из одного гнезда, гласит древняя якутская пословица. А ведь действительно некоторые мастера обладали даром ясновидения и могли из простого камня создать невероятное произведение искусства. Традиции кузнечного мастерства сохраняются до сих пор. И, например, якутский нож популярен далеко за пределами нашей республики. Он ценится за острое лезвие и крепость металла. Но перенесемся на спортивную площадку и узнаем, как куют свои победы участники игр «Дети Азии». Юные спортсмены с нетерпением ждали эти соревнования, так как они предоставляют отличную возможность для проявления спортивных навыков, слаженной командной работы и здоровой конкуренции. Есть команды, которые традиционно в лидерах. Это Уральский федеральный округ. Это ожидаем хорошую игру от команды «Беларусь». Ну, надеюсь, и местная команда не подведет наши ожидания. Ну и Сибирь очень приличная. Вот сейчас будет играть. Мы по росту, по взгляду, по составу тренерского ожидаем от них тоже хороших игр. Всего на соревнованиях по волейболу среди юношей представлены 9 стран. Первыми на волейбольную площадку вышли команды Узбекистана и Кыргызстана. С первого же периода темп игры начали задавать спортсмены из Узбекистана. Сборная продемонстрировала блестящую командную игру. Особо отличился 7-й номер. Каждый раз его атаки приносили очки своей команде. Первый период уверенно вела сборная Узбекистана. Как ни пыталась команда Кыргызстана отыграться на втором периоде, но все тщетно. Ближе к экватору встречи, казалось бы, команда Кыргызстана наконец-то собралась и начала набирать заветные очки. Но противник оказался проворней. Итог второго периода 25-18 в пользу Узбекистана. Все было хорошо, но в следующий раз будет еще лучше. Все победим, в следующей игре будет все победа. Можно сказать, что тогда все указания были выполнены. Игра была хорошая сегодня. За никакой тактики не было, просто сами так играли, как обычно. Слаженная игра. Все. Кыргызстанская коса нашла на узбекистанский камень. На квалификационном матче между этими двумя командами сборная Узбекистана буквально разгромила своего соперника. Исход встречи 3-0. Сборная из солнечного Узбекистана вырывается вперед. Роман Савинов, Радомир Сергеев. У якутов много национальных настольных игр. Например, хаблык – это палочки, или хамыска, то есть камушки. Причем это не только развлечения, а сегодня это настоящие виды спорта. Максим, и нужно добавить, что правила довольно простые. Вот, например, камушки. Участник подкидывает один камушек вверх и в этот момент должен успеть подобрать один или сразу несколько других. Причем во время игры развивается мелкая моторика пальцев и координация движений. Ну а мы уверены, что национальные настольные игры Якутии обязательно понравятся юным шахматистам детей Азии. Точно. Они прямо сейчас завоевывают свои медали. В шахматном турнире стоит напряженная тишина. Участники сидят за столами. Лишь время от времени шахматисты ходят по залу, наблюдая за другими игроками. Наблюдают за партиями и тренеры команд. Как раз эти ребята у нас претендуют на призовые места. Сегодня на первом столе играет Шашимбеков Эмир с 3 очками из 3 возможных, с представителем Казахстана, с мастером Фида, у которого тоже 3 очка из 3 возможных. Наша девочка Сизбекова Айджан, у нее 2,5 очка. 4 девочки после 3 туров имеют по 2,5 очка. Одна из них наша. Она играет с представительницей из России на первом столе. Возможно, это одна из решающих партий. Уже 4-й день здесь идет личный чемпионат по шахматам. В турнире участвуют 4 мастера ФИДе, 3 из которых находятся на лидирующей строчке. В зале на данный момент зрителей нет, но тем не менее за игрой ребят следят по всему миру огромное количество любителей стратегической игры. Прямая трансляция исходит прямо из шахматной доски, которая параллельно показывает время и данные участников. Здесь у нас играют представители 7 международных федераций, включая федеральные округа,
плюс Москва. Значит, ну, где-то по 4,5 часа. Борьба, на самом деле, очень интересная сама по себе. Шахматисты показывают высокий уровень своей подготовки. Победа в очередном туре существенно влияет на положение игрока в таблице, в то время как каждое поражение довольно снижает вероятность его итоговой победы в турнире, так как система проведения турнира швейцарская. Поэтому каждый день здесь бескомпромиссная борьба, как говорится, до голых королей. Анна Васильева, Вадим Барашков. В завершающий день соревнований 8 лучших гимнасток соревновались за медали в личном первенстве. Спортсменки продемонстрировали блестящее мастерство и полностью раскрыли свой талант перед строгим жюри. Красота и сила, мощь и грация переплетаются в художественной гимнастике. И в этом искусстве очень сильно выделяется российская школа, являясь одной из самых ярких и успешных. Команда Сибирского федерального округа отличилась сильным составом. Все участницы показали отличные программы. В выступлениях с лентами и с обручем в личном первенстве завоевала золото Ульяна Янус. Она же стала обладательницей серебряной медали в выступлениях с булавами и с мечом. Мне кажется, что все девочки очень сильные и достойны соревноваться. Вот, с ними очень интересно. Да, я очень рада, что более-менее все сложилось. Вот, спасибо большое моим тренерам и всем, кто за меня болел. Сильнейшая борьба действительно велась между командами России. Юная спортсменка из команды Москвы София Альтерякова завоевала золото в упражнениях с мячом и взяла серебро в выступлениях с лентой. Сильную конкуренцию составила Республика Беларусь, а вот открытием года стала спортсменка из сборной Казахстана. Акмарал Ирекешева отличилась прекрасной технической подготовкой. Она без труда завоевала любовь зрителей и сорвала овации зала. Спортсменка увезет с собой 2 бронзовые медали. Тренер сборной отмечает серьезную борьбу между участницами и очень довольна результатом выступлений своих воспитанниц. И центр олимпийской вашей подготовки был, и с Москвы приехали, и это как бы очень серьезная борьба была. Но я довольна своей воспитанницей. У меня выступали 2 гимнастки. Рызбек Айганым, вот Акмарал Ирекешева. Акмарал в многоборье заняла 2-е место. Вторая моя гимнастка заняла 5-е место. 6-е место, но это очень достойно. Сегодня прошли финалы. У нас в 2 финалах бронза, да? 2 бронзы мы завоевали. Я очень рада, что я попала на эти хорошие, крупные старты. Мне очень понравилось здесь выступать. Все очень красиво и хорошо организовано. Девочки из Москвы, конечно, очень хорошо выступили. Такие очень красивые, запоминающиеся. Из Казахстана тоже вот девочки очень мне понравились. В России художественная гимнастика, как вы знаете, очень хорошо, очень сильные девочки. И наши якутские девочки выступают наравне, это очень радует. Все девочки очень сильные, мы очень-очень довольны соревнованиями. Спасибо большое. А тренеры отмечают прекрасные условия для соревнований. Условия, хорошее место, много места для подготовки было, высокий потолок, все, что нужно для проведения такого уровня соревнований, сильные соперники. Мы очень рады, что показали хороший результат и посоревновались с такими сильными гимнастками из Москвы, из Белоруссии и из Казахстана. Сборная Якутии по художественной гимнастике завоевала золото в групповых упражнениях с обручами. Таким образом, якутские гимнастки впервые стали чемпионками за всю историю игр «Дети Азии». Также они взяли бронзу в групповых упражнениях с булавами, уступив серебро и золото сборным Беларуси и Сибирского федерального округа. Сегодня очень крутые эмоции мы испытали на выступлении. Обручи мы выступили очень классно, мы показали то, что мы умеем делать. На булавах, к сожалению, не совсем все получилось, но это тоже было очень круто, очень зажигательно. И нам очень понравилось то, что мы сделали сегодня.
Саха-Якутия! Порядка 80 юных гимнасток показали зрелищные номера. В течение 3 дней они соревновались в личном и в командном зачетах. Талант, грация и красота юных спортсменок останутся в истории 8-х игр «Дети Азии». Дая Барашкова, Радомир Сергеев. За каждой церемонией стоит большая команда профессионалов. У каждого разные обязанности, но миссия одна – наградить и чествовать победителей. Желанная золотая медаль для спортсмена. Прикоснуться к нему может только победитель. В медалях игр «Дети Азии» видны якутские национальные мотивы, воплощенные в плавных линиях с очертаниями пера стерха. Центральным элементом каждой медали является сергея, которая занимает особое место в якутской культуре. Ну а дополняет центральную часть медали, выполненный в рельефе логотип игр. Постоянные тренировки утомляют, а участвовать в схватках волнительно, признаются спортсмены. Однако, если хоть раз почувствовал вкус победы, больше не сможешь оставаться в стороне. Все они знают, какой он триумф. Я боролась по самбо весовой категории 41 килограмм. Я заняла бронзу. У меня было 3 встречи. Вот. Первую я боролась с россиянкой, вторую с узбечкой и третью с монголкой. На пьедестале почета были и те, кто расстроен. Виктория Арапова – серебряная медалистка. Однако слезы сдерживала с большим трудом. В схватке по самбо в категории 47 килограмм в финале она уступила сопернице из Дальнего Востока. Ну, в финале я выигрывала, и за 10 секунд до конца встречи немножко, надо было просто поуходить от соперника, но я решила сделать прием, который я никогда не делала, и упала сама на балл, и поэтому проиграла. Впереди еще больше захватывающих схваток. Спортсмены будут и дальше постигать вершины, стоять на пьедестале почета состязаний высокого уровня. А может быть, чьи-то имена войдут в историю игр «Дети Азии». Даяна Федорова, Арсен Степанов.